ля минор для скрипки струнных и континуа. Концерт в 3 частях. Великий пианист Святослав Теофилович Рихтер, когда он слышал, что публика аплодирует между частями одного произведения, он говорил: радуйтесь, это значит, что в зале появился новый зритель. Тем не менее, я прошу вас по возможности не аплодировать между частями концерта. Итак, Иоганн Себастьян Бах, концерт ля минор для скрипки струнных и континуа в 3 частях. Камерный оркестр Московская камерата, дирижер митрополит Иларион, солист Дмитрий Коган.
Правильно, все нормально.
Есть сочинения, которые заслужили особую популярность даже вне творчества композитора, который их создал. У Вольфганга Амадея Моцарта 13 великолепных серенад. Изначально серенады писались для того, чтобы исполняться на пленэре, на открытом воздухе. И вот из его 13 серенад одна получила совершенно особую известность. Это одно из самых известных сочинений для камерного оркестра, вернее, изначально для струнного квартета, но гораздо чаще оно звучит именно в исполнении камерного оркестра. Это одно из самых популярных сочинений Моцарта и одно из самых популярных, замечательных сочинений для камерного оркестра вообще. Вольфганг Амадей Моцарт «Маленькая ночная серенада». В 4 частях, и исполнители покорнейше просят аплодировать между частями сочинения. Исполняет камерный оркестр «Московская камерата», дирижер митрополит Иларион.